Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что готовит вам судьба на новой неделе? Какие события, перемены перевернут вашу жизнь? Давайте узнаем сейчас, что будет, к чему вам готовиться. Просто загадайте на себя. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка готова. И давайте начнем разбираться. Очень много знаков повыходило. Знаки такие неоднозначные. Ну ладно. Ну, так интереснее, да? Давайте начнем. Первая картинка, которую здесь показывают, это кто-то стоит на коленях перед вами и буквально дергает вас за подол одежды. То есть вы кому-то очень-очень-очень сильно понадобитесь, либо от вас будет зависеть развязка ситуации. И вот человек буквально плюхается на колени и начинает молить, просить, там, не знаю, выпрашивать, говорить: ну пожалуйста, ну сделай, ну помоги, ну обрати внимание. У кого-то может отыграться, что тот, кто перед вами виноват, вот прям прибежит, плюхнется на колени и будет просить ваше прощение. А у кого-то отыграется, что ключ от ситуации в ваших руках, и от вас зависит все и вся. И поэтому люди будут приходить к вам и на поклон, и коленопреклонно просить там вмешаться, либо что-то решить, помочь, заступиться, подсказать. Да? Вот все будет зависеть от вас. Ну, такой прям сильный знак. То есть вы не искали этого, оно само вас нашло. Теперь это ваше время, у вас в руках власть, и вы решаете, что с кем будет, либо как дальше будет развиваться та или иная ситуация. Возможно, вы были недооцененным человеком, а теперь все встало на свои места, и теперь все стало понятно, кто от кого зависим и кто в ком на самом деле нуждается. Дальше показывают маленькую такую лодочку, которая переживет страшный шторм. То есть шторм, буквально такой 9-й вал, да, все везде там ревет, гудит, там огромные эти образования воды, волны, да. Вот. А лодочка ваша такая маленькая, ну прям крошечная, да, такая вот деревянная лодочка. И вот несмотря на то, что сила стихии разыгралась, лодочка и выстоит, и выдержит, и еще и доплывет куда надо. Несмотря на внешнее окружение, на те проблемы, которые приходят извне, на те переживания, вот знаете, вот как совокупность факторов, вы своей цели, вопреки всему и вся, достигнете. Ваша лодка выдержит, вы выдержите, вы доплывете туда, куда вам необходимо. И это, я вам скажу, прям такое знаковое событие. Событие в первую очередь для вас, потому что вы в себя поверите, в свои силы, в то, что вы можете, в то, что вам никто не нужен, да, вы сами себе голова, и ваша жизнь, она в ваших руках, да, ни стихия, ни природа, ни погода, ничего, ни люди не властны над вами. Вы выдержали, как знаете, самое сложное испытание. Возможно, вы сейчас в этом испытании находитесь, да, там волнение, переживания, какие-то проблемы постоянно, какие-то люди агрессивные, злобные. Это испытание во времени, да, растянулось. Но на следующей неделе все закончится, и вы выдержите, выстоите, всех победите, все победите. Ну и в себя, конечно же, поверите. У вас прям такое прекрасное состояние настроения. И вот вода станет гладкой, послушной, вот как поверхность зеркала, либо стекло, да, абсолютно гладкой. Штиль. Шторм вы пережили, теперь у вас штиль, можете отдохнуть. Дальше, мои хорошие, вот какой-то любовный момент показан, какая-то любовная, там, не знаю, драма, мелодрама. Острый открытый вопрос
Вот он решится. Причем решится так, как вы не думаете. Тут такой нежданчик вас ждет, что прям аж ахнете, аж сердце бешено заколотится и скажете, ну кто бы мог подумать. Ну, я даже не могла предположить. Закончится все хорошо. Фрагмент у вас с левой стороны. То есть, вот как я говорила, да, вы не ожидаете такого сценария. А высшие силы такие, сейчас мы устроим, сейчас все будет. Если вы с кем-то в ссоре, если кажется, что отношения рухнули, что возврата нет, что вас там кто-то не любит, недооценил, там еще что-то, то есть все переиграется, и еще и окажется, что и вы готовы простить, и человек пойдет на все, лишь бы получить ваше прощение. И, ну вот бывают, да, люди в обидах такие, все там, все закончилось, там не подпущу, не допущу, а тут вы тоже оттаете. И у вас такое классное примирение, такое прям яркое, необыкновенное. Еще вы о чем-то договоритесь. По крайней мере, я вижу, что вам ваш партнер, либо партнерша, если смотрит меня мужчина, даст вам слово, клятву какую-то даст, и не будет нарушать ни слова, ни клятву. Это прям 100%. Если вы никак не могли, например, выразить свои чувства, либо человек вообще никак не выражал свои чувства, вот именно следующие 7 дней – это прям триумф любви. И это прям такая пора весны, хотя весна уже закончилась, но тем не менее это весна, которая просто вот произрастает из сердца. Цветы распускаются, там любовь, морковь, бабочки летают. Очень хороший знак. Примирение, либо начало новых отношений. Вот так мне идет. Тут и бабочку показали, и цветы показали, и связь между людьми показали. Дальше, мои хорошие, с правой стороны показывают какое-то мероприятие. Мероприятие, которое вы спасете. Не знаю, как правильно сказать. Да, вы спасете. Если вот вы не придете, либо если вы не вмешаетесь, то мероприятие просто вот каким-то тухлым будет. Либо там что-то такое непоправимое произойдет, что никто не сможет исправить. И только лишь вы вмешаетесь и все исправите. Вы на этом мероприятии как главная звезда, как вип-персона, и буквально вот, купаетесь в своей какой-то славе и популярности. Даже если это будет собрание в офисе, да, мероприятие, вас будут там награждать, как вы спасали родную фирму, какой огромный вклад вы внесли, да, там очень много будет слов сказано. И если это будет просто чье-то мероприятие, там день рождения, либо там свадьба, да что угодно, что-то такое может произойти, что все растеряются, а вы скажете так, без паники, сейчас я все сделаю, да, либо я сейчас все порешаю. И действительно все сделаете и порешаете, ну как спасете. Дальше показывают человека. Человек либо на букву «Я» зовут, либо это человек какой-то жуткий эгоист. Знаете, вот я. Человек, которого вы заставите буквально вот работать, либо заставите что-то делать, там, исполнять свои должностные обязанности, либо в принципе какую-то работу выполнять. И вы это так сделаете технично, что человек сам обалдеет, скажет, что меня заставили, меня, который вот прям пылинки с меня нужно сдувать. Человек не расстроится, не обозлится на вас, наоборот, он вами восхитится и скажет, какая вы крутая, да, либо какой вы крутой. Вот какой-то ключик подберете, что это не выглядит как давление, не выглядит как прессинг, там, ни с кем ругаться не будете, но человека так замотивируете, либо так подтолкнете, что человек прям ахнет, скажет, ну надо же, так вот меня заставили работать. И вроде как и не обидно, и не позорно, и на меня никто не давил, но тем не менее, все-таки меня заставили. Технично, ловко и очень круто. Дальше. Вижу, что вы передумаете с кем-то то ли общаться, то ли встречаться, и это правильное решение. Ну, считайте, что отведете от себя беду. Ну, смотрите, в принципе, тут может как несколько сценариев проиграться, вы все разные, отсыпка общая. Ну, допустим, человек задумал что-то плохое, а вам прям сердце подскажет, что не нужно общаться с этим человеком, не нужно дела вести, иметь, и вы вот в последний момент передумаете. А у кого-то отыграется, что, допустим, человек сам как причина бед, да, вот бывают люди там подпорчили, а бывают люди такие, вот знаете, тяп-ляп, руки не с того места растут.
Но вот как-то внедет, что вы передумаете, тем самым от себя неприятности, либо вообще беду отведете. И еще вижу, что какие-то разговоры, вот эта вся ситуация обрастет достаточно серьезными разговорами. Люди, которые вас плохо знают, начнут подозревать, что вы там, значит, очень осведомленная персона, что у вас какая-то есть информация, которой нет у других людей. Люди, которые там, более такие приземленные, скорее всего, скажут, что вы ясновидящая, либо ясновидящий, да, что вы можете думать наперед, что у вас высокий порог чувствительности. А люди, которые, например, интеллектуально развиты, они начнут говорить, что вы, их крови, да, что вы равная им. То есть, в принципе, эта ситуация вас действительно превознесет и прославит. Какая-то неделя, знаете, вот где звезды зажигаются, ваши звезды, да, о вас очень много будут говорить, и вы прям в центре внимания находитесь. Дальше какая-то книга, читать книгу. Либо вы что-то будете изучать, либо это действительно чтение, как чтение, допустим, какой-то романчик вам попадется, либо какая-то научная литература, вы прям очень увлечетесь и будете читать. А у кого-то, да, необходимость что-то прочитать, узнать, какие-то знания нужны. Книга с правой стороны, это все на пользу пойдет. Либо это очень хорошее времяпрепровождение, да, не в телефоне вот этот голубой свет впитывать, а именно читать, развивать свой словарный запас и также прокачивать свою фантазию. И для глаз это не так опасно, как вот просмотр телефона, компьютера, да? Хороший знак. Дальше вижу, что что-то запутывается, причем не по дням, а по часам, да? Вот какая-то путаница, вот такое все, знаете, переплетается, путается. И вот один человек когда-то допустил ошибку, и из-за этой ошибки теперь вот такая вот путаница, да, пошла. Вы этого человека предупреждали. Либо вы каких-то других людей предупреждали, да, что может такое случиться. Но вас никто не послушал. А теперь я вижу, что именно вам будут предлагать справиться с этой путаницей. То есть вот возьми и сделай, да, возьми и распутай. А теперь вы посмеетесь, вы скажете, что тю-тю совсем, да? Когда я вас предупреждала, вы что мне сказали? Не твое дело. А теперь разбирайтесь сами, товарищи. Да? Вот как-то так вы жестко ответите и будете собой очень довольны. А люди будут очень расстроены, но будут пожинать плоды своих деяний. Не надо было к вам тогда плохо относиться, не надо было смеяться над вами, не нужно было крутить у виска. Теперь вот пусть сами крутятся, выворачиваются и распутывают вот эту всю ужасную канитель. Дальше, по поводу денег хочу сказать. Очень большой соблазн будет на что-то потратиться. Что-то, что прям в сердечко вам попадет. И вы скажете: ах, не могу, хочу, мне надо. Но вас небо предупреждают, что эти траты, они лишние, да? Если у вас, конечно, там денег куры не клюют, вы можете потратиться. А если у вас каждая копеечка на счету, то, скорее всего, нужно сделать над собой усилие и как-то избежать этих трат. Да? Избежать и желательно еще и, возможно, не давать себе возможности на что-то искушаться. Не ходить по торговым центрам, либо не сидеть в интернете во всяких этих магазинах, интернет-магазинах. Потому что реклама, она такая жесткая, да, она прям в память въедается. Так все красиво они там показывают, что человек теряет над собой контроль и все, и начинает все тратить. Если можно обойтись, обойдитесь. Если прям денег много, потешьте себя, купите, что тут сказать. То есть, в принципе, это не что-то очень важное. Еще по поводу денег могу сказать, что вот человек некий, ему очень захочется вас наградить. Смотрите, вы все разные. У кого-то это может быть ваш работодатель. Действительно скажет: вау, надо премию выписать, да, надо какое-то поощрение дать. Это может быть клиент, клиентка, да, который очень впечатлится вашей работой и скажет: ой, надо больше денег дать, чаевые оставить. Это может быть кто-то из ваших родных, любимых людей,
Там муж, например, посмотрит на жену, скажет: какая умничка, там такую вкусняшку мне приготовила. Дом чистый, да, все там прям пахнет, сияет. Надо побаловать мою дорогую женушку, там, дать ей денежку, пусть там что-нибудь себе купит. Ну вот идет мне, что именно хотят вас наградить. И наградить именно материально. Заслуженно хотят наградить. Это 100%. И еще, мои хорошие, если вы работаете с людьми, с клиентами, вам прям такой совет идет, что как выполняйте с улыбкой просьбы либо пожелания своих клиентов, и без награды вы точно не останетесь. По крайней мере, хорошие чаевые будут и хорошие рекомендации пойдут. А это не меньше, чем чаевые, гораздо даже больше. То есть люди начнут вас рекомендовать и говорить, что вы очень приятный человек, что с вами так приятно иметь дело, что вы там очень исполнительны, понимающий, там ничего из себя не строите, очень ответственный человек, да, вот какие-то такие вещи начнут говорить, а это вот очень хорошая реклама для вас, для вашего продвижения, для вашего бизнеса. Дальше, вот кто в семье, у кого отношения, у кого семья. Некая женщина попробует вмешаться и все разрушить. Попытка, не пытка, но попытка такая, знаете, я не могу сказать, что она будет удачная либо неудачная. Все будет зависеть от вас, от того, кто смотрит эту отсыпку. Женщина, которая пытается разрушить отношения, с вашей стороны заходит. Это не со стороны партнера, именно с вашей стороны. И тут что вы выберете? Любовь и отношения, доверие с друг другом, либо то, что вам говорят там родственники, подружки говорят, там, либо друзья говорят. Понимаете, чужое счастье, оно ведь глаз колет, чужой глаз колет. И бывают люди даже в семье друг другу завидуют, да, даже вот будучи преданными друзьями, которые там прошли и Крым, и Рым, и медные трубы, тоже могут завидовать. Вот именно это вы должны знать. И опять же, у каждого там свои мысли. Допустим, ваша мама считает, что вы там достойны кого-то лучшего. И это ее убеждение, это ее суждение. И как бы, может, особо ничего против не имеет, но считает, что там дочка либо сын достоин лучшей партии. И вот, руководствуясь этим своим убеждением, пытается внести ссор в отношения. Тоже имейте это в виду. Это не значит, что против вас, это значит, что у человека просто свои какие-то убеждения присутствуют, да, либо свое какое-то мнение сложилось. Мнение, которое, например, вам неприятно, да, либо ничего не имеет с вашим, не соприкасается, да, вот как-то так. С вашей стороны женщина пытается дерево сломать, разрушить отношения. Дальше вам нужно будет проявить в каком-то вопросе прямо железобетонную хватку. Вопрос достаточно скользкий и, вот как, знаете, просачивается сквозь руки, как что-то слизкое, да, вот сложно удержать. А вот если прям схватиться и держать крепко-крепко, то ничего ваше от вас не уйдет. Проявить характер, наверное, либо проявить свою силу. То есть тут дипломатия, деликатность, хорошие манеры, это вообще не пройдет, это лишнее. Это только лишь ослабит вашу позицию. А вот если вы включите режим напора, да, вот посильнее, то тогда, да, произведет впечатление, нужное впечатление, и вы сможете свое в руках удержать, либо наконец-таки получить. Возможно, кто-то будет вилять, либо там люди будут ссылаться, что сегодня уже поздно, приходите там завтра, а лучше через 10 лет. Либо что вы тут в очереди стоите, потому что очередь там 1000 людей заняли, но они сейчас пока дома отдыхают, а вы типа стойте несколько лет. Либо вам начнут говорить, что у вас там не все документы, там что-то не то, что-то не так. Какие-то, знаете, вот придирки мне идут. Придирки и попытка вас просто сбрить. Да? А если вы схватитесь крепко-крепко, да, железобетонная хватка, то человек скажет: ой, тут нельзя лукавить, тут нельзя так просто отмахнуться, да, лучше по-добру, по-здорову все сделать, и все закончится. То есть проявите свой характер, проявите свою силу, и поменьше дипломатии, поменьше хороших манер. Вот в данном случае хорошие манеры как раз-таки и воспитание помешают. Нужно именно понапористее быть.
понаглее, я бы даже сказала. Хоть это не очень хорошее такое понятие, да, слово не очень хорошее. Ну, иногда надо, иногда лишним не будет. Дальше. Здесь какой-то человек прям вас к себе домой приглашает. Либо домой, либо на дачу, либо вот куда-то там, да. Приезжай, чуть ли там не за руки, за ноги тащит вас. У человека нет дурных намерений. Человек, скорее всего, чувствует себя крайне одиноким. Либо человек, ну, соскучился по вам, да, хочет вас там чем-то удивить, чем-то подкормить, что-то вам показать, рассказать, да, вот какие-то такие моменты. Понятно, что не все располагают своим временем, работа, семья, и нужно и там успевать. Но вот человек вас тащит. Если вы поедете, то вы не пожалеете. А если не поедете, то человек может не очень себя хорошо чувствовать, и это даже может как-то испортить ваши взаимоотношения. Еще какая-то ложь во благо, либо во спасение. Какой-то человек попытается вас обмануть, но вы почувствуете, что это обман. И не судите этого человека слишком строго, потому что человек прям уверен, что лучше обмануть, чем сказать правду. Ну, на то есть объективные причины. Если вы копнете глубже, то вы это все поймете. Здесь нет вот прям желания обманывать. Вот я хочу обманывать. Нет, такого нет. Человек, возможно, говоря вам неправду, пытается вас защитить, например, да, чтобы вы там не переживали, не волновались, не нервничали. Либо чтобы вы там куда-то, куда не надо, не полезли. Да. Человек, который обманывает, не хочет, чтобы были конфликты, либо какие-то неприятности. Да, вы почувствуете, что вам врут, но здесь нет злого умысла. Здесь вот типа ложь во благо, да. Как там, лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Ну вот этим человек руководствуется. И у кого-то так и отыграется, что человек, который всегда говорил вам правду, вдруг вот, тень на плетень наведет. Но без злого умысла, серьезно вам говорю. Еще показывают лестницу. Но лестница такая, знаете, страшная. Она какая-то ненадежная. На ладан дышит, либо вообще какая-то веревочная. Вы даже не сразу поймете, что это лестница. Но высшие силы говорят, это единственный путь. Вот если вы хотите взобраться повыше, то именно эта лестница единственный путь. Вы какое-то время около этой лестницы будете ходить и даже не понимать, что это лестница. Когда поймете, ужаснетесь и скажете, как это может быть лестница, это же так страшно. Но выглядит, конечно, страшно, но на самом деле все будет хорошо. Только начните на ней карабкаться, да, по ней карабкаться, и вы поймете, что и, в принципе, и крепкая, и держит, и ничего тут такого криминального нет. Но это вот, как, знаете, путь наверх. Выбраться из текущей ситуации, либо достичь своей цели вот через какую-то лестницу. И мне почему-то кажется, что эта лестница – это как проверка вашей стойкости, либо проверка веры, да, насколько вы верите в то, что вы делаете, либо верите, что высшие силы вам помогают, там, любят вас, поддерживают. В общем, ребят, разберетесь. Лестница вас точно выдержит, и это единственный путь. Если не эта лестница, то вы останетесь в прежней точке. Ничего не получится. Дальше стрелочки показаны. У вас стрелочки с левой стороны, и стрелочки как будто бы поднимаются над буквой А. Прям конкретно вам пытаются донести, что нужно чем-то новым заниматься. Старое оставить позади, а все силы направить на новое. Может быть, это какая-то новая задача, которая перед вами встанет. Да? Вот все оставь, займись этим новым. Либо вы думаете, вот что делать, новое попробовать, либо продолжать в старом режиме. Конечно, пробуйте новое. Благодаря этому новому все упавшие ваши жизненные показатели, стрелочки, да, они начнут вверх тянуться, подниматься. Опять же, у кого-то может быть такое состояние в жизни, что уже ничего не хочется, все уже опостылило, надоело, а это новое вас буквально к жизни возвращает, как, знаете, второе дыхание у вас открывает. И вообще новый проект, он с левой стороны, он очень успешный будет, над ним радуга показана. А радуга – это и есть спектр эмоций, удовольствия и радости. Еще показывают человека, который буквально вот на метле какой-то летит, метла. Палка, да, с веником привязана, метла. Перемещения, полеты, поездки.
И какое-то нестандартное решение еще может быть. Но что бы это ни было, у вас движение слева направо, снизу вверх идет. То есть быть креативным, быть не как все, либо искать нестандартные решения и благодаря этому взлетать все выше и выше. Да, кому-то прям такая конкретная идет подсказка. Не шаблонные решения, а что-то креативное. То, что никто еще никогда не делал, то, что может показаться чудным и странным, но на самом деле принесет самый лучший результат. И еще вижу, что вы кого-то жалеть будете. Да, вот человек какой-то несчастный, худенький. Ну, не обязательно, что человек худой в реальной жизни. Да. Худыми показывают в песке персонажи, которые в тяжелом жизненном положении, которые нуждаются в помощи. Вот вы прям жалеть будете. Жалеть, помогать, как-то поддерживать, веселить. Захочется вам этого человека на ручки взять, но человек откажется, да, не захочет быть для вас обузой, либо не захочет, чтобы вы там где-то с собой жертвовали во имя этого человека. То есть еще и, знаете, адекватный человек, да, адекватный, не пользуется ситуацией. И еще, мои хорошие, какие-то крестики вы тут расставили себе. Это крестики как завершение, да, что-то вот завершаете. Вы очень много от чего-то завершите. Вот конец, да, крестик, все, сделала, справился. Крестиков много, они маленькие, большие, прям разбросаны по всей отсыпке. И то, что вы запланировали, продумали, и что-то у вас как импровизация, да, случайно произойдет, и вы такая: о, хорошо, все сделала, до свидания, забудем. Крестики, да, это окончание. Смотрите, вот здесь образ белого медведя. Видите, сидит белый медведь, голову вверх поднял. Ну, я вам скажу, это сильный знак с левой стороны. Какой-то защитник, авторитетный человек, сильный человек, покровитель. Тот, кого уважают и боятся. Наверное, наоборот, кого боятся и уважают. Больше боятся, ну и, конечно же, как следствие страха уважают. Этот медведь, он сыграет очень важную роль. При этом себя как-то не до конца проявляет. То есть он вроде как сидит, ничего не делает. Но его присутствие уже достаточно для того, чтобы там, не знаю, какие-то недобрые люди отступили, либо какие-то люди что-то решили, сделали, вмешались, либо какой-то вот ход событий произошел, да, запустился алгоритм действий. То есть человек вроде ничего и не делает, но на самом деле очень многое делает. И этот человек будет на вашей стороне, как-то за вашей спиной находится, да, сидит за вашей спиной и просто присутствует. А одно его присутствие уже залог того, что все получится, все случится. Как-то так показали, да. Дальше показывают зернышко. И показывают, что это зернышко вы почему-то как-то отбросили. Вы считаете, что оно высохло, что в нем нет жизни, что она никогда не прорастет. Но на самом деле это зернышко, оно живое, с ним все в порядке. Смотрите, чтобы вот птицы не склевали ваше зернышко. Вот оно. Видите, вот зернышко, а вот они птицы. Чтобы они не склевали зернышко, возможно, не время его садить, да, либо сезон посадки уже закончился. Ну что, июнь уже, да, середина июня практически. Поэтому не выбрасывайте. Не выбрасывайте, оно вам еще пригодится. То есть в какой-то момент потенциал какой-то ситуации не до конца исчерпан, либо в принципе еще не исчерпан, а вы думаете: ой, что-то такое несуразное, странное, зачем оно мне надо? Ничего не выбрасывайте. У кого-то, возможно, будет ситуация такая, что вы решите какой-то хлам разобрать и выбросить. И там, возможно, будет что-то важное, что может в будущем вам пригодиться, да, потому что вот птицы разнесут. То есть это могут быть какие-то люди, которые буквально там схватят и убегут. А потом эта вещь вам понадобится, либо окажется, что эта вещь очень такая стоящая, какая-то раритетная, уникальная, специфическая, да, а вы ее собственными руками выкинули. Ничего не выбрасывайте, а если выбрасываете, то прям просматривайте по несколько раз вещи. Так, ближе к венцу. Какой-то прям большой кот встал на задние лапы. И здесь, как знаете, дрессированный кот. Почему-то мне кажется, что это не кот, это больше какой-то тигр, наверное. Не лев, да, тигр.
рот открыл, знаете, как вот эти дрессировщики в цирке. Хищник открывает рот, человек засовывает туда голову. Вот и у вас приблизительно с кем-то такая ситуация произойдет. С кем-то, кто как страшный и опасный хищник. Тот, кто может в любой момент клацнуть зубами и сделать больно. То ли вас будут испытывать, да, вот насколько вы себе доверяете ситуации, то ли, возможно, действительно вы приручили какую-то большую дикую кошку, и она готова послушно стоять на задних лапах и ждать любую вашу команду, да, чтобы ее выполнить. Тут вы точно этого не ждете, и тут, да, вам придется немножко понервничать. Ну да, я вижу, что вы нервничаете, немножко так стрессом попахивает. Но с другой стороны, это тигр, да, это хищная кошка большая, она с правой стороны. То есть она уже заняла вашу сторону. Что бы это ни было, это во благо вам отыграется. Вот с любой стороны посмотри, во благо вам идет. А нервы ваши, да, конечно, будут немножко потрачены. Но с другой стороны, а как без нервов? Это только люди бесчувственные без нервов могут, да, что-то делать. Все будет хорошо. Вам вообще выпадает бубновая масть и перо. Бубновая масть – это ваш успех, это ваше достижение, это ваш результат. А перо – это легкость. Да? Все пройдет легко, легко получится. Так что кого-то вы приручили, кого-то вы выдрессировали. Муштра прошла удачно, да, и большая хищная кошка стоит на задних лапах и готова выполнять любые ваши команды. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.